В течение 3 лет над будущим основным законом государства трудились лучшие специалисты в области юриспруденции. В итоге получился закон, который принципиально отличался от предыдущих. За все время своего существования в Конституцию было внесено только 14 поправок. Это говорит о его конституционной стабильности. После распада СССР новому государству нужен был свой основной закон. Конституция 1977 года перестала отвечать общественным, политическим и экономическим реалиям жизни, и новый закон стал основой стабильности в обществе и в государстве. Нынешняя Конституция была принята 12 декабря 1993 года путем всенародного референдума. Официально в свою законную силу Конституция вступила 25 декабря. Именно этот важный документ определил права человека и гражданина, утвердил Россию как суверенное государство и назначил гарантом ее сохранности и исполнения президента страны. Поправки в Конституцию вносятся по мере возникновения такой необходимости. То есть это бывает не очень часто, потому что сама Конституция, она принята и усовершенствована довольно-таки, скажем, недавно. И сами поправки, вносимые в Конституцию, они регулируют те или иные правоотношения, то есть учитывая те совершенствования, которые происходят в правовом государстве, разрабатываются такие поправки, носятся в Государственную Думу и принимаются в Государственную Думу, утверждаются президентом Российской Федерации. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. В образовательных учреждениях слушают гимн российского государства, а в университетах читают лекции правоведения для студентов. И одна из самых известных традиций – получение паспортов тем, кому исполнилось 14 лет. Дорогие ребята, у нас сегодня с вами торжественное мероприятие. Все мы с вами знаем, что 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Сегодня вручение первого паспорта приурочено к этой дате. Вы знаете, очень важно получить паспорт первый раз, потому что вы становитесь полноценными гражданами Российской Федерации. Получение паспорта гражданина Российской Федерации накладывает с сегодняшнего дня на учащихся обязанность быть порядочными, законопослушными, приносящими пользу стране и обществу. Теперь они несут ответственность за свои поступки. Адам Геннардукаев уверен, с этого момента его отношение к жизни станет намного серьезнее, ведь такой документ обязывает его быть ответственным. Для меня много значит получение паспорта. Я получаю ответственность, так что я могу отвечать за свои поступки, чтобы не спрашивали с моих родителей. В паспорте хранится самая важная информация обо мне. Фамилия, имя, место рождения, дата. Паспорт сахижа дукая. Приятно десом паспорт сахица. Паспорт сахица, что хахсей хадяж дахмаш, отвечать десом самостоятельность. Действующая Конституция России состоит из преамбулы и 2 разделов. Первый включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической и социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности. Второй служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм. Хава Султыгова, Ирина Цычоева, Джамалил Тамасханов, Мейрбек Миржоев. Новости 24.